Нашу вторую половину программы хотелось бы посвятить теме возрождения. И к тому есть на минувшей неделе сразу несколько поводов. Вот в эти дни исполняется 20 лет возрождения в Казани полноценной католической жизни. Собственно, она никогда и не прекращалась, но так случилось, что долгие годы у тех, кто исповедовал католицизм в Казани, не было своего храма. Советская власть в свое время не придумала ничего лучше, как разместить в католическом приходе уникальную аэродинамическую трубу. Собственно, ее уникальность и сделала почти невозможным возврат некогда католического прихода верующим. И пусть католиков с тех пор в Казани стало существенно меньше, но провозглашенный некогда принцип движения к межконфессиональному согласию в республике привел к совершенно неординарному решению. В самом центре Казани был построен новый, великолепный католический приход Воздвижения Святого Креста. Чем живет сегодня католическая община столицы Татарстана, расскажет Альбина Салгараева. Это здесь у нас зал для катехизации. Монахиня Мария Умиление с умилением рассказывает о служении при Казанском католическом храме. Здесь она всего год. До того 10 лет прожила в монастыре в Италии. Для нее это было возвращением домой. Родилась и выросла в Казани. Папа татарин, мама русская. Еще 17-летней девушкой она впервые попала на католическую службу. 18 лет приняла крещение, а еще через год поступила в монастырь. Это посвящение себя как невеста Христова, поэтому мы носим кольцо. Да, потому что мы даем обеты бедности, целомудрия, послушания. Перед тем, как получить вот это облачение, нам меняют имя. У всех первое имя Мария, потом второе имя, связанное или с какой-то тайной жизни Иисуса Христа, или какое-то имя Богородицы. В приходе Казанского храма служат 4 монахини, настоятель и молодой священник. Монахини в будни занимаются уборкой, чтением, подготовкой к службе и шитьем. Некоторые из этих нарядов скроили и сшили в местной мастерской, рассказывает настоятель Диогений Суркиза. Фиолетовый цвет – это свет, который выражает покаяние, печаль. Свет красный, он выражает мученичество, страдания. Белое – это в пасхальное время. Если в будни священник ходит в черной сутане, для литургии самые разные облачения. Наряды приобретены в основном за границей, в Польше и в Риме, а часть как раз сшита местными монахинями. У каждого цвета свое значение и предназначение. Розовая ряса надевается всего 2 раза в год. Это 4-е воскресенье Великого Поста и 3-е воскресенье Рождественского поста, Адвента, то есть перед Рождеством. Католический храм Воздвижения Святого Креста в Казани был открыт в 2008 году по личной просьбе Папы Римского Иоанна Павла II. Над его внутренним убранством трудились польские мастера. На оконных витражах «Весь путь Христа до Голгофы» здесь есть и уникальные иконы и статуи. Ну, это редкость. Это, видите, это маленькая частица коричневого цвета внутри белого. Как и в любой другой католической церкви, здесь есть исповедальня. Суть в том, что тот, кто приходит исповедаться, не видит святого отца. Он слышит только его голос. Но, как признается отец Диогений, часто встречаются и те, кто хочет пообщаться с священником с глазу на глаз. Тогда ему приходится исполнять роль психолога, потому как многие люди приходят, чтобы рассказать о своих переживаниях и получить ответы на волнующие вопросы. В первой половине воскресенья месса на французском. В основном ее посещают иностранные студенты, обучающиеся в Казани. Когда я приехала, мне рассказали, что здесь есть храм, то есть мои друзья. Вот. Поэтому я узнала, я начинала ходить каждое воскресенье. Вторая служба на русском языке. Среди прихожан русские, поляки, немцы, испанцы, молдаване и представители других национальностей. Многие посещают храм не 1 год. Владимир Муту первым пришел в возрожденный приход. Началось все 20 лет назад. С обычной прогулки и газетной заметки, которые изменили всю оставшуюся жизнь мужчины. Именно в этой газете, именно на последней странице, где обычно печатают некрологи, в черной рамочке было вот такое объявление. И было там написано: приглашаются все желающие. Желающих оказалось немного, целых 2 человека – Владимир и священник. Но спустя время община начала развиваться. Так совпало, в Казань как раз тогда прибыл новый молодой священник Диогений Суркиза. 90-е выдались непростыми, своего храма не было. В начале 96-го года мы приобрели тоже квартиру на улице Сеченова.
И одну комнату этой квартиры мы посвятили часовне. Да? Сделали небольшую часовню. Съемные квартиры, постоянное скитание и блуждание не всегда преследовали местных католиков. В XIX веке община процветала, как и сегодня. Первые католики среди жителей Казани были немцы, поляки и литовцы, чиновники, военные, подмастерья и профессура. Община была настолько активна, что добилась возведения костела. Этот учебный корпус КАИ архитектурно очень выбивается из ряда типичных образовательных учреждений, потому как в середине XIX века он был построен как католический храм. Сначала появилась только его каменная часть, а после указа Николая II о терпимости вероисповедания были отменены всякие ограничения на внешний облик церквей. Тогда была установлена колокольня, которая сегодня, к сожалению, не сохранилась, а на фасаде появилась яркая католическая символика. Храм построили в рекордные сроки. Его украшали 5 позолоченных крестов. В костеле постоянно шли службы, пел хор как в будни, так и в праздники. В середине XIX века у местных католиков появилось и собственное кладбище. Если говорить точнее, им выделили участок земли на Арском кладбище. Здесь же была построена и часовня. Она в ярком готическом стиле. Кстати, эта часовня станет единственным приютом для католической общины советского времени. В советское время католическую церковь постигла та же участь, что и другие религиозные учреждения. По политическим мотивам деятельность была запрещена. Церковную утварь вынесли, здание конфисковали. Община распалась. На протяжении 80 лет о католиках в республике слышно не было. И жизнь общины воскресла только 20 лет назад, в вербное воскресенье. Особенность жизни католиков в республике – это соседство с другими религиями и народами. Они говорят, им что Рим, что Казань. Везде дома. Отношения между, не знаю, православными христианами, с мусульманами, с иудеями. Но всегда эти отношения хорошие, и очень часто по разным причинам, по разным мероприятиям мы встречаемся, хорошо знаем друг друга. В Казани очень комфортно людям всех вероисповеданий, потому что мы уже чувствуем себя братьями. Как говорят католики республики, они с уверенностью смотрят в будущее, потому как община развивается, руководство города и республики поддерживает во всех начинаниях. Кроме того, есть та дружба между конфессиями и народами, благодаря которой они все вместе несут службу татарстанцам и Татарстану. Альбина Слугараева, Рустам Залялиев, Айрат Мухамедзянов, Республика. Итоги недели.